Вы на свои показатели посмотрите. Вы посмотрите на свой потенциал, который у вас здесь. Вы посмотрите, сколько у вас работает здесь предприятий. И посмотрите, какой у вас уровень собираемости налогов. Что вы здесь докладываете? Что вы меня позорите перед общественностью? Я сегодня был в Сосногорске. Гораздо хуже условия для развития. Зал гораздо качественнее. Потому что люди, видать, уважают себя. А какое отношение к самим себе, такое отношение и к делу. Если я не прав, докажите дело. Докажите дело. Цифры называть не буду, потому что придется, еще раз говорю, принимать управленческие решения. Этого делать не хочу. Особенно с учетом первой встречи. Просто предупреждаю вас всех. Если плач Ариадны продолжится, значит плакать будете в другом месте. А работать будем все вместе, не покладая рук. И вот эти цифры, которые сегодня у меня есть, это принципиальная наша задача. Исправить. Потому что такое положение дел недопустимо, коллеги. И вы что думаете, что я все время буду ходить к партнерам и говорить, дайте на те объекты, дайте на эти объекты? Вы меня не знаете. Вы меня не знаете. Но я надеюсь, узнаете. Я ни у кого ничего в жизни не просил. И вам не советую. А если вы пришли к партнеру и договорились по партнерству, то только попробуйте не выполнить свои обязательства. И только попробуйте своей деятельностью изгадить имидж республики. Буду квалифицировать, что здесь одни вредители находятся. А не люди патриотично настроенные, которые хотят сделать дело. Вот это я вам точно говорю. Только знаете, что то интриговать, то еще кого-нибудь, то подсиживать, то тут митинги устраивать. Делом займитесь. Все присутствующие здесь. Я вас всех предупредил. Если ситуация не начнет меняться, значит меняться будут люди. То им, извините, там, приезжие, плохие, то еще кто-то им плохой. Так докажите, что вы все можете. Никто сюда не поедет на ваши места. А пока, извините за выражение, только один отток. И что мне делать с Ходая, и чтобы другие не делали, в частности тоже и Газпром. Гайворонский здесь 1 год. Посмотрите, сколько сделано. Да, понятно, ресурс, но это хозяин. Пришел, сказал, сделал. Поучитесь. Ничего плохого в этом нет. А потом возникает, что полосу отремонтировать не можем, аэропорт сделать не можем, хирургический комплекс построить не можем. Но зато здание, сооружение, которое надо построить по программе, республика дала 400 миллионов, коту под хвост. А сами 19 миллионов вложили. Да что ж так не жить-то? Красивые вы мои. Так Рачида бы хотя бы к этому отнеслись. С зубами бы вырвали результат. Чтоб никого я там сегодня на стройплощадке из вас не видел. Заседать привыкли, обсуждать привыкли, советы давать. На стройплощадку сходите, свой труд вложите, раз деньги профукали. Вот тогда я буду понимать, что вы хотя бы чем-то полезны. Прошу прощения за резкость. Просто прошу меня не заводить. Места будет мало. Знаете, у меня хватит работоспособности, чтобы Ухта осталась не без внимания моего. Я найду время, возможность. Вот сейчас «Газпром» переедет в новое здание. Я попрошу отдельное представительство для республиканских органов. И сюда буду приезжать как на работу. Каждую неделю по 2 раза. Посмотрим, как вы будете работать. Уже выделили. Ну, тем более, видите, вот уже, сам сказал. Спасибо, Александр. Уже вот так принимается решение. Понятно? У нас с вами каждый год проходит День республики. Мы будем подводить итоги
работы муниципальных образований. Вот кто первое место завоюет, 95-летие будет у того на территории. И весь ресурс республиканский, который будем иметь, будем соответствующим образом в приоритетном порядке реализовывать на территории этого муниципального образования. Хотите работать? Работайте. Не хотите? Доказывайте своим бездельем и не прикрывайтесь соответствующей помощью партнеров. А партнеры будут работать с республикой. И будут работать так, чтобы республика была в почете, а люди были в достатке и получали качественные услуги. Вы думаете, я не смогу этого сделать? Уверяю вас, еще раз говорю, уверяю вас, что республиканская власть в состоянии организовать такой процесс. Хотите быть в авангарде? Welcome. Вперед. С Богом и, как говорится, потрудимся. Не хотите? Не приходите больше. А все, что вы не доделали, поверьте мне, без внимания не останется. Решим эти вопросы. Но только уже с другими людьми. И вот такое отношение к делу, когда, извините, руками разводить, а ничего мы не сделали, ничего мы не знаем, а почему происходит, тоже не понимаем, возникает вопрос, а что вообще здесь делать?